Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я прочту вам лекцию еще об одном русском писателе, чье творчество интересно нам с позиции русской литературы 50-х-60-х годов. Мы продолжаем лекции, посвященные писателям, чьи произведения создавались в эти годы. И даже если они не участвовали в литературном процессе, они все равно пришли позже, но создавались именно в эти годы. Сегодня мы будем говорить о писателе Владимире Владимировиче Набокове, который эмигрировал в 19 году на Запад, который с 40-го года перестал писать по-русски, стал писать по-английски и считается американским писателем, но ему принадлежат произведения, написанные на русском языке. И сам Владимир Набоков, как бы он ни говорил о том, что ему легче, чем старшему поколению писателей-мигрантов было адаптироваться, акклиматизироваться в чужой стране, в чужой атмосфере, он все равно остается писателем, автором русских произведений. Владимир Владимирович Набоков любил подчеркивать, что родился в один день Шекспира, 22 апреля, и родился через 100 лет после Пушкина. Вот дата его рождения. 22 апреля 1899 года. Дата очень, действительно для русской литературы знаковая. Сам Набоков называл себя американским писателем, рожденным в России, получившим образование в Англии, где изучал французскую литературу, перед тем, как на 15 лет переселиться в Германию. Он писал: «Моя голова разговаривает по-английски, мое сердце по-русски и мое ухо по-французски». Так вот в одном из интервью он характеризовал себя, свою национальную принадлежность, говоря о себе как писателе. Родился Владимир Владимирович Набоков в семье известного политического деятеля, в аристократической семье. Глава был политиком и даже был одним из лидеров конституционно-демократической партии, принадлежал к древнему дворянскому роду, представлял свет русской аристократии. Погиб он позже уже в эмиграции, заслонив собой Милюкова, лидера кадетской партии, от пули убийцы, тоже русского мигранта, монархиста. Отец для Набокова был идеалом. Он на всю жизнь остался воплощением всех лучших черт, вообще мыслимых в человеческой личности. Детство его было очень счастливым. Он его называл раем в своих мемуарах. Он писал об этом, писал и в стихотворениях. Владимир Набоков оставил не только прозаическое наследие, но и поэтическое, драматическое. Вот одно из стихотворений 23-го года, где он в эмиграции уже вспоминает свое детство. «Глаза прикрою, и мгновенно, весь легкий, звонкий весь стою, опять в гостиной незабвенной, в усадьбе, у себя в раю». Родился он в доме на Большой Морской в Санкт-Петербурге, и теперь там находится музей Набокова. Вот он на фотографии, современное здание. Здесь он родился и здесь провел первые 18 лет своей жизни, то есть до самой эмиграции. В это время он учился в Тянишевском училище, таком элитарном, престижном учреждении учебном. В 16 году он даже опубликовал свои юношеские стихи.
Причем опубликовал на свои собственные деньги. Дело в том, что его мать, Елена Ивановна Набокова, урожденная Рукавишникова, она происходила из богатейшего рода русских золотопромышленников. Ее брат Владимир после смерти завещал своему любимому племяннику Владимиру деньги, большое состояние, и на эти деньги он опубликовал свой первый сборник. И вот с высоты богатства, с высоты вот этой жизни, счастливой, райской жизни в России, семья эмигрирует в 19 году. 19-летним Владимир Набоков оказывается в эмиграции. В эмиграции он и становится писателем, представителем вот того поколения, писателей, которые вошли в литературу не у себя на родине, а за рубежом. Ну, это был Гайда Газданов, их было достаточно много, таких вот молодых людей, которые пробовали перо, пробовали себя в литературе. Благодаря своему воспитанию, европейскому образованию, свободному владению несколькими языками, из которых английский он знал как свой родной язык. Эмиграция не была такой уж трагедией для писателя. В отличие от старших писателей, мигрантов или же ровесников, ему легче было адаптироваться в чужой среде, хотя, конечно, не без основательной борьбы внутренней. Английский язык Набоков знал действительно как свой родной. Даже отец обнаружил как-то, что сын русский язык знает хуже английского, и нанял даже гувернантку, и он в России учил свой родной русский язык. Вот. А в эмиграции Набоков учился в Кембридже, в Англии, и штудировал французскую литературу. Кроме того, он увлекался бабочками всю жизнь, изучал серьезную энтомологию, науку о бабочках. И это увлечение досталось ему от отца и прошло через всю его жизнь, переросло в серьезную научную деятельность. Он даже открыл 500 с лишним видов новых бабочек, опубликовал очень много научных трудов. Сначала он учился в Кембридже в Англии, потом он жил в Германии, из Германии эмигрировал во Францию, это была вторая эмиграция, и уже из Франции он в 1940 году, когда гитлеровские войска вошли в Париж, за день до этого он вместе со своей семьей уехал в Америку. До отъезда в Америку в 1940 году он опубликовал свои произведения под фамилией Сирин, Владимир Сирин. Сирин – это слово, если взять словарь Даля, райская птица, дева с женской головкой и грудью, которая зачаровывает людей райским пением. Но это русское значение слова «сирин». А в западноевропейских языках есть другое значение. Сирин – это не нашедшая приюта душа. Он выбрал этот псевдоним, чтобы подчеркнуть единство чудесной гармонии, трагизма. Эти черты реализовались в его творчестве. Под этим псевдонимом Владимир Сирин он опубликовал свой первый рассказ в 1921 году, когда завершал учебу в Кембридже. После этого он переехал в Берлин, жил долгие годы в Берлине. Его мать с сестрами жила в это время в Праге. В 1923 году он еще опубликовал поэтические сборники. В этом же году познакомился со своей будущей женой Верой Евсеевной Слоним, и через 2 года они поженились. К этому времени относится публикация первого русского романа «Машенька».
Это действительно первый роман молодого писателя, где действие развивается как бы в двух измерениях. Это настоящий берлинский пансион, в котором живет герой вместе с другими русскими мигрантами. А вторая как бы плоскость пространственная – это прошлое, светлое, прекрасное, это безвозвратно утраченная Россия, в которую главный герой по фамилии Ганин мысленно возвращается, когда увидит у соседа в комнате фотографию Машеньки и узнает в ней свою первую любовь. Он ждет ее в течение нескольких дней, в его памяти заново переживается роман с Машенькой, он даже задумывается похитить ее, но затем, в последний момент, когда прибывал поезд с его первой любовью, он отказывается от этого плана, потому что осознает невозвратимость прошлого, осознает вот этот вот разрыв, непреодолимый разрыв между мечтой о той Машеньке и действительностью, когда она жена такого обывателя, как Алферов. Сам он говорил, что это образ утраченного детства, образ утраченной гармонии. И определял свой роман так. Это знак, зов, вопрос, брошенный в небо и получающий вдруг самоцветный, восхитительный ответ. Таким был первый мой роман. Затем последовали романы «Король, дама, валет», и, наконец, публикация романа «Защита Лужина» в знаменитом французском журнале «Современные записки». В этом журнале как раз и публиковались все его русские романы. Их было 8. Самый последний роман – это «Дар». Вот роман «Защита Лужина», который написан так же мастерски, оригинально, как и роман «Машенька». Если роман «Машенька» был воспринят очень положительно, замечен был критикой, в том числе эмигрантской, и молодому автору вообще предрекали роль писателя, который продолжает тургеневские, бунинские традиции. Но вот роман «Защита Лужина» подтвердил, да, рост писательского мастерства, и при этом для эмиграции имя Лужина теперь стало как бы предметом гордости, что и в русской миграции есть писатель, который создал совершенно замечательный роман о гениальном шахматисте, который помимо шахмат вообще ничего не видит, не знает, не обращает внимания ни на свою жену, ни на окружающих, и свою судьбу разыгрывает по законам шахмат. Очень высоко оценил этот роман Бунин. Он, например, сказал такую фразу. Вообще он Набокова не очень любил, да и ни о ком он хорошо-то и не отзывался из писателей-эмигрантов, но признался, что, прочитав «Защиту Лужина», это действительно произведение, в котором он превзошел даже его самого. Этот мальчишка выхватил пистолет и одним выстрелом уложил всех стариков, в том числе и меня. Я должна сказать, что все произведения и прежде всего герои этих произведений – это фигуры явно автобиографического свойства, это прежде всего эмигранты, русские люди, живущие вдали от родных мест, и этому посвящены его поэтические произведения. В 1928 году он напишет стихотворение «Расстрел», где
вот как раз показана та болезнь, которой болели прежде всего мигранты старшего поколения, но и ведь и Владимир Набоков тоже воплотил в своих произведениях это свое ностальгическое чувство по утраченной родине. Бывают ночи, только лягу, в Россию плывет кровать. И вот ведут меня к оврагу убивать. Проснусь, и в темноте со стула, где спички и часы лежат, в глаза, как пристальное дуло, глядит горящий циферблат. Закрыв руками грудь и шею, вот-вот сейчас пальнет в меня, я взгляда отвести не смею от круга тусклого огня. Тиканье часов благополучного изгнания я снова чувствую покров. Но сердце, как бы ты хотела, чтоб это вправду было так. Россия, звезды, ночь расстрела и весь в черемухе овраг. Замечательное стихотворение. Если бы Владимир Набоков не был прозаиком, я думаю, что он стал бы замечательным поэтом. Вот стихотворение, где практически звучит такая пушкинская ясность, простота, гармония. Но главное – это чувство огромного сожаления по утраченной родине. У него даже был роман «Подвиг» 1931 года, где главный герой по фамилии Эдельвейс поклялся себе, что никогда не будет стоять ни в одной партии, что он когда-нибудь он вернется в Россию, и ему даже удается эту границу между Россией и Европой перейти. Вот эта ностальгия по родине отчетливо видно как мечта, как желание смерти даже, но на родине, в России. Вот здесь перечислены годы, когда были опубликованы его русские романы. «Подвиг», «Камера обскура», «Отчаяние». И последний роман – это «Дар». Кроме того, публикуются сборники рассказов. Но вот роман, например, «Истинная жизнь» Себастьяна Найта уже закончен и опубликован уже в Америке. В эти годы случаются и события в личной жизни. У него рождается сын Дмитрий в 1934 году, а в Праге умрет его мать Елена Ивановна Набокова. А вот фотографии, где Набоков, закончивший Кембридж, и фотография со своей молодой женой Верой Слоним. Из воспоминаний тех, кто видел автора «Защиты Лужина» Владимира Набокова, в 1932 году можно увидеть, каким был этот молодой, уже ставший знаменитым писатель. Сирин приехал в Париж устраивать свой вечер. Так пишет журналист, которому писатель дает свое первое интервью. Думаю, к нему пойдет публика не только потому, что любит его как писателя, но и из любопытства. Как выглядит автор «Защиты Лужина»? Любопытно увидеть 33-летнего юноша, спортивного типа, очень гибкого, нервного, порывистого. От Петербурга остались у него учтивые манеры, изысканная, слегка агрессирующая речь. Кембридж дал спортивный отпечаток, Берлин – добротность, некоторую мешковатость костюма. В Париже редко кто носит такие макинтоши на пристегивающиеся подкладки. У него продолговатое, худое лицо, высокий загорелый лоб, породистые черты лица. Сирин говорит быстро и с увлечением, но какая-то целомудренность мешает ему рассказать о самом себе. Это был человек действительно застенчивый, несмотря на понимание того, каким даром
он наделен, и какой талант раскрылся здесь, на чужбине. И мужественный человек, который знает, что он может, знает о своем избранном пути, человек, который мужественно преодолевает множество преград. Ведь до своей женитьбы у него была невеста, помолвку с которой и ее родители разорвали, потому что, приехав после Кембриджа в Берлин, он давал уроки и, в общем-то, испытывал материальные затруднения, и родители посчитали, что он не сможет содержать семью. Если бы они знали, от какой судьбы они как бы свою дочь отвели. Вот это интересно. Но со своей женой Верой Слоним они прожили долгую жизнь. И, собственно говоря, Набоков во многом действительно мог благодарить вот эту свою личную судьбу. Если говорить о первых русских произведениях Набокова, то можно сказать, что они очень отличались от тех произведений тургеневских, бунинских произведений, хотя действительно были мастерскими произведениями. Дело все в том, что в его произведениях была великолепная писательская техника. И меньше всего были вот те гуманистические нравственные принципы, которые и отличали русские классические романы XIX века. Да, очень красиво, но для какой цели? Так считали литературные критики, прочитавшие первые русские романы Набокова. Лучший литературный критик русской миграции Георгий Адамович говорил о Набокове: замечательный писатель, оригинальнейшее явление, талант подлинный, несомненный, абсолютно очевидный, исключительный, но отмечал полное отсутствие привычного гуманистического пафоса, пафоса любви к людям, пафоса жалости к маленькому человеку, сочувствия к лишнему человеку. Ничего этого не было у Набокова. А была такая точная форма, на которую обращали внимание многие эмигранты. Вот поэт Владислав Ходосевич, один, старший, скажем, товарищ по цеху Владислав Ходосевич, сказал такую вот фразу, написал о Набокове, в которой сейчас многие цитируют, говоря о Набокове. Его произведения населены не только действующими лицами, но бесчисленным множеством приемов, которые точно эльфы или гномы строят мир, произведения, и сами оказываются его неустранимо важными персонажами. Сирин их потому не прячет, что одна из главных задач его – именно показать, как живут и работают приемы. То есть критики, читатели отмечали именно формальную, внешнюю сторону его произведений, такую, знаете, мастерскую, сложную технику, но не видели в ней такого большого смысла, которым наделял Набоков свои произведения. Да, конечно, в его произведениях было очень много такого субъективного, часто объект и субъект повествования как бы смешивались, соединялись, непонятно были границы, кто рассказывает, о ком рассказывают. Он обращался к теме потустороннего, к теме двойников. Вообще очень многие критики считали, что вот все эти фирменные знаки набоковского стиля, они делают эти произведения очень непривычными для русской литературы. В 1936 году он написал роман «Приглашение на казнь». Это удивительный роман, о котором хочется сказать подробно, потому что именно в этом романе, шедевре Набокова, можно увидеть
можно увидеть вот это единство формы и смысла, глубокого смысла. Дело в том, что в этом романе главный герой носит имя Цинциннат Ц. Он содержится в камере, он узник, находится в заточении, и преступление его в том, что он непрозрачен, что за эту гносеологическую гнусность его и заключили в тюрьму, в крепость, где он ждет своей смерти. Вот это его непрозрачность, непохожесть ни на кого, которая называется вот таким преступлением, гносеологическая гнусность. В мире, вот в этом городе, где живет Цинциннат, прозрачны все, а он непрозрачен. Дело все в том, что во всех произведениях Набокова есть вот этот романтический конфликт личности и общества, пошлого, недостойного, действительности, которую не может принять герой. Согласитесь, что и здесь тоже есть та традиция, в которой ему отказывали критики. Дело все в том, что в тюрьме наш герой пишет записки, и это творческая личность. Это тоже черта всех произведений Набокова. Его герои очень часто художники, писатели. И главный герой Цинциннат пишет эти свои записки, в которых размышляет об этой своей непохожести, о том, что в этом мире пошлом, где живут одни манекены, одни как бы марионетки, он действительно совсем другой, совсем другой. Он причастен, во-первых, к творчеству, во-вторых, он, я уже говорила, непрозрачен, осознает, что живет в мнимом мире мнимых вещей. Он так и говорит: я 30 лет прожил среди плотных на вид привидений. Ошибкой попал я сюда, в этот страшный полосатый мир. В этом полосатом мире все действительно мнимо. Все вещи, которые его окружают, это псевдовещи. Часы каждые полчаса надо, картонные надо каждые полчаса переводить. Даже жук, который в углу камеры поселился, он и то не настоящий. Единственное настоящее существо, которое залетает в камеру, Бог знает из какого мира, это бабочка. Вот она справа на графическом рисунке появляется эта бабочка. И вообще вся реальность, которая окружает героя, реальность тюрьмы, камеры. Иногда он может покинуть эту камеру, гулять по Тамариным садам. Но это действительно происходит потому, что герой как бы свободная личность. Личность творческая, которая может покинуть заключение и быть, и делать то, что ему захочется. Вообще роман заканчивается тем, что героя все-таки везут на казнь. Но состоялась ли смерть? В этом произведении проблема. Этот вопрос проблема, потому что героя вот эта пошлая реальность, пошлая действительность, где нет людей, а есть одни манекены, куклы, не может казнить. Все-таки в романе Набокова утверждается победа Цинцинната над тем окружением, государством, в котором он живет.
над той пошлостью, которая его окружает. Так, например, его жена Марфинька – это вообще воплощение пошлости. И обладает этот меценат такими прекрасными свойствами творчества, воображения, работа памяти, сновидения. Быть может, даже сама тюрьма – это сон. И что можно ее преодолеть, эту тюрьму, благодаря вот этим лучшим качествам личности. Вот вам цитата из этого романа. Посмотрите на язык Набокова, стиль. С ранних лет, чудом смекнув опасность, Ценциннат бдительно изощрялся в том, чтобы скрыть некоторую свою особость. Чужих лучей не пропуская, а потому в состоянии покоя, производя диковинное впечатление одинокого, темного препятствия в этом мире прозрачных друг для дружки душ, он научился все-таки притворяться сквозистым, для чего прибегал к сложной системе как бы оптических обманов. Мне кажется, что здесь повествование строится так, что мы имеем даже не повествование о герое, а его сознание, его слово, что в повествовании можно даже поставить кавычки там, где речь объективная, вдруг меняется прямой речью самого героя. Чужих лучей не пропуская. Согласитесь, что это причастный оборот на самом деле может быть началом прямой речи героя очень творческой натуры. Производя диковинное впечатление одинокого темного препятствия в этом мире прозрачных друг для дружки душ, он научился все-таки притворяться сквозистом. Действительно, надо было выживать в этом мире, и он действительно в этом мире живет, и хотя понимает, что это не тот мир, в котором он мог бы жить, родиться и жить. Это действительно мнимый мир мнимых вещей. Это роман, где окружающие Цинцинната – это убогие призраки. Там есть охранники, директор тюрьмы, который вдруг может обернуться надзирателем. Там рядом поселяется его палач, месье Пьер, который притворяется узником, а на самом деле в его футляре находится его инструмент – это топор. То есть герой ощущает вот какую-то такую выморочную реальность, театральную, ненастоящую, гротескную, абсурдную. И поэтому в момент казни весь этот бутафорский мир распадается, и герой направляется в сторону существ, подобных ему, то есть в ту настоящую истинную реальность. Такой вот роман написал Набоков и долгие годы считал до самого вот его любимого романа, который он напишет в Америке, романа «Лолита», он будет считать лучшим своим произведением, любимой, ценной из всех его вещей книгой. Действительно, здесь достигают своего завершения вот излюбленные фирменные знаки творчества Набокова, тема двойничества. Действительно, чтобы обличить мир пошлости, понадобилось увидеть, как герой может раздвоиться, быть очень слабым человеком, мучиться от того, что ему не сообщают о дне казни, не дают свиданий с женой, а рядом существует другой Цинциннат, творец. Он держит в руках карандаш и смотрит на то, как страдает, бьется головой об стену его второе «я». Вот такая реальность, вот такой герой появляется в произведении Набокова. Это роман-загадка, роман-иносказание, где противопоставлены живой человек, наделенный душой, воображением, даром,
и мертвый мир пошлых и бездарных кукол, оказывающийся лишь фальшивым подобием подлинного бытия. И поэтому этот модернистский, а не реалистический роман заканчивается таким открытым финалом, где сам читатель должен решить, так все-таки состоялась казнь или нет. Роль читателя вообще очень важна в художественном мире Набокова, потому что только активный читатель, вовлеченный вот в этот процесс взаимодействия себя с автором, может разгадать эти загадки, эти иносказания. Так что будете читать этот роман, учтите, что увлекательное чтение набоковских произведений стоит как раз вот в этой обоюдной встрече читателя и автора. Читателя, действительно способного прочесть это иносказание. Свой роман автор определял так: «Голос скрипки в пустоте. Моя единственная поэма в прозе». Ну, я думаю, что ко многим произведениям, в том числе английским, написанным на английском языке, можно отнести эти поэтичные фразы. Последним русским романом явился роман «Дар», в котором также Набоков вывел образ, свой роман, и в этом герое мы тоже видим автобиографические черты, потому что многим героям набоковских произведений свойственно то, что отличало и такого писателя, как Владимир Владимирович Набоков. Ненависть к пошлостью, ненависть к фашистскому нацизму, к идеологии расизма. Вот то, что его заставило в 1937 году переехать во Францию, потому что он ненавидел пошлость. А фашизм, нацизм немецкий был для Набокова как раз вот такой глубокой пошлостью. Многие романы можно отнести к жанру антиутопии, потому что действительно в романе «Антиутопии» писатель сатирически изображает мир несвободы, тоталитарных режимов, где личность не может смириться с несвободой и пошлостью. 1940 год оказывается последним годом русского писателя Набокова, потому что он перестает писать на русском языке и переезжает и становится американским писателем. Да, в Америке, как и многим писателям-иммигрантам первой волны, ему пришлось начинать все сначала. Набоков вынужден жить случайными заработками, порой бедствует. Для этого он работает, преподает, дает уроки, преподает в колледже, преподает, кстати, русскую литературу, читает лекции о русской литературе, читает лекции о зарубежной литературе. Сегодня мы имеем возможность прочесть эти лекции. Это тоже часть наследия писателя. И несмотря на все сложности, он точно представляет свое призвание, мужественно следует своим эстетическим принципам, не идет ни на какие компромиссы. Это действительно человек очень мужественный, потому что в таких обстоятельствах ему приходилось преодолевать неприятие его произведений. И на это неприятие он не обращал внимания. Он шел своим путем. Переход на другой язык, отказ от русского языка, от индивидуального кровного наречия был очень драматичен для писателя. Я уже говорила, что он быстро адаптировался благодаря своему
как бы европейскому образованию, знание иностранных языков, особенно английского. Но, тем не менее, очень сложной была его внутренняя борьба. Достаточно глубоко он воспринимал отказ от языка как отречение от Родины. У него есть стихотворение вот периода, когда он только-только прибыл с семьей в Америку. Он напишет стихотворение к России, где он будет обращаться к своей родине, покинутой родине, и стихотворение будет действительно обращено к родине, которая должна его забыть, не волновать, не искать. Тот, кто вольно отчизну покинул, волен выть на вершинах о ней. Но теперь я спустился в долину, и теперь приближаться не смей. Навсегда я готов затаиться и без имени жить. Я готов, чтоб с тобой и во снах не сходиться, отказаться от всяческих снов, обескровить себя, искалечить, не касаться любимейших книг, променять на любое наречие все, что есть у меня, мой язык. В первые годы пребывания в Америке он пишет книгу «Николай Гоголь», где как раз заявляет о своих эстетических принципах, которые очень близки его любимому писателю. Публикует уже романы на английском языке, даже вот мемуары, его мемуары «Другие берега» имеют и другое английское название «Молчи, память». Он публикует, преподает в колледж, потом уже переходит в Корнельский университет, преподает литературу. Но это хоть и прекрасная такая работа, замечательная, но она отрывает от творчества и кажется ему мучительной. В 1955 году он опубликует свой роман «Лолита». И также опубликует роман «Пнин». Вот об этих романах хотелось бы сказать. Прежде всего о романе «Пнин», потому что там действительно главный герой, ученый, литературовед, эмигрант, русский эмигрант, который совершенно не может себя найти в новой жизни, в эмиграции. И он такой неудачливый, очень растерянный. И хотя роман автобиографический, мы видим, как герой, в отличие от автора, не может себя найти в чужом пространстве времени. Зато сам автор, вот благодаря роману «Лолита» становится знаменитым. Он в Америке опубликует затем, после Парижа, в 1959 году роман, оставляет такую вот деятельность, которая его уже измучила, преподавательскую, и затем он даже в 1960 году может переехать из Америки в Швейцарию, быть совершенно свободным от всего и быть свободным художником. Фильм действительно постигнет огромный коммерческий успех, но он парадоксальный, этот успех. Он даже будет снят фильм в Голливуде знаменитым режиссером Стэнли Кубриком. Вот эта черно-белая фотография, который даже будет выдвинут на Оскара, а сценарий к этому фильму напишет сам Набоков. И действительно, вот этот успех позволит ему не заниматься уже другим делом, как только творчеством. Ну а на цветной фотографии фильм уже из ближайшей современности, фильм, где главную роль
героя романа Набокова сыграл известный английский актер Джереми Айронс. С романом «Лолита», который был воспринят как порнографический в начале публикой ханжеской, американской ханжеской публикой, которая просто такая вот моралистская оказалась, приходит к Набокову достаточно парадоксальная известность в начале. Ну, тираж был арестован именно за порнографию, как бы. Но затем все-таки роман был издан в Америке, автор ждал коммерческий успех. По раскупаемости он даже побил рекорд романа-бестселлера «Унесенный ветром» Маргарет Митчелл, легшего в основу знаменитого кинофильма. И вот издание романа, кинофильм Стэнли Кубрика по собственному сценарию автора позволил вот как раз решить все материальные проблемы. Это действительно пример того, что художник, который продолжает идти своим путем, не обращая внимания на все, что мешает этому пути, это доказательство Набокова, доказательство той вот верности своему пути Владимира Владимировича Набокова. Это был любимый, главный, лучший по высказыванию самого автора роман. Виртуозным, изысканным слогом рассказывается о главном герое Гумберте, который одинок и как бы живет вот в конфликте со всем окружающим миром. В чем-то он похож на Цинцинната Ц из романа «Приглашение на казнь». В чем-то он похож и на героя романа «Пнин». Но особенность его в том, что он испытывает влечение к девочкам в возрасте от 8 до 14 лет. То есть мечтает вот о такой нимфетке. Нимфетка – это вот слово, которое придумал сам Набоков как страсть влечения, чтобы обозначить вот эту страсть героя. Мечты героя сбываются вначале, но когда они путешествуют по Америке, Лолита сбегает от героя, он ищет ее, находит, и находит прежде всего ее соблазнителя. Он окажется таким американским драматургом известным, вот, и убьет его. И за это преступление его судят, он в тюрьме пишет вот эту свою исповедь своей такой вот порочной любви. Встречает он и свою возлюбленную Лолиту. Это уже не девочка-нимфетка, это беременная женщина, которую по-прежнему наш герой любит. Это роман о бесплодных попытках найти и удержать ускользающую красоту, о том, как похоть, страсть, влечение превращается в подлинную любовь, о конфликте художника и пошлости. Все тот же самый набоковский конфликт, потому что Гумберт оказывается и пишет эту свою исповедь о своей любви, такой не похожей на все остальное. Это роман тоже доказательство того, что Набокова трудно причислить к писателям, у которого была вот эта вот традиция русской классической литературы, где, скажем, у Тургенева там есть прекрасные тургеневские девушки, где есть гуманность, жалость, сочувствие к героям. В этом романе, как и в других произведениях Набокова, мы не видим вот этого
что ли, этой солидарности с героями. Все время присутствует момент, когда автор не выражает своего отношения к герою, он даже иронизирует над ним, но при этом все его герои – это художники. И Гумберт – это ведь тоже интеллектуал, тонкий стилист, а не просто там вот какой-то извращенец сексуальный. Мне кажется, что сегодня мы должны читать этот роман вовсе не из-за его вот этой как бы скандальной славы, а как роман действительно о красоте, о том, что эту красоту, гармонию хочется во что бы то ни стало сохранить, о любви, которую ты сам даже не можешь понять, кроме того, что эта любовь тоже страдание, что эта любовь отличает героя от всех других окружающих людей, о его внутреннем конфликте со всем окружающим миром, который полон пошлости. Ну вот еще немного хотелось бы рассказать об американском творчестве. Здесь вы можете увидеть сборники рассказов, которые он опубликовал. Рассказы все они тоже очень интересные, не только романы. Он публикует романы «Бледное пламя», «Ада или страсть», «Прозрачные вещи», «Смотри на арлекинов». Интересно, что он был страстно увлечен шахматами, как его отец, очень любил шахматы. И так получилось, что вот в его наследии мы видим как бы 8 русских романов и 8 английских романов завершенных, которые он написал в русские романы. Это 8 клеточек по горизонтали и английские романы 8 клеток шахматной доски по вертикали. Так вот сложилось, что ему принадлежат вот эти романы, половина из которых русские, написаны на русском языке, и половина на английском языке. Очень интересно, что в эти годы он еще и переводит русские произведения, русской классики. Он переведет Евгения Онегина и даже переведет его не в стихотворной форме, а в прозаической, и даст обширный комментарий к этому роману. Это очень большой труд и очень интересная страница его творчества. Вот в интервью своему издателю он сказал о той особенности, которая сделала его писателем. У него не было каких-то подражательных произведений, наоборот, что никто конкретно, ни живой, ни мертвый на меня влияния не оказал. И он говорит в этом интервью о том, что он вообще отказывается от какого-либо участия в социальной жизни, в какой-либо, потому что очень много там обманного, пошлого. Я никогда не был членом какого бы то ни было клуба, не примыкал ни к какому направлению. На самом деле я не принадлежу ни одному континенту. Я курсирующий над Атлантикой челнок. До чего же синее там небо? Мое собственное небо, вдали от классификации безмозглых простаков. Тем самым он как бы сказал, что его творчество трудно как-то поставить в какой-то ряд и сделать частью какой-то классификации. Русская ли это литература или не русская, как бы ему это тоже не важно. Он был космополитом по своим убеждениям. Космополит – это человек без родины.
Но мы же видим в его произведениях, что он по-прежнему остается русским писателем, хоть он и курсирует над Атлантикой, как челнок. Кроме того, вот это его увлечение, которое через всю жизнь прошло, увлечение бабочками, энтомологией, и это действительно свидетельство о том, что это был разносторонне одаренный человек. Вот он сидит за столом, смотрите, не очень удобной позе, но разве важно? Важно писать где угодно, на чем угодно, но писать. И важно, что рядом всегда есть его бабочки. Кстати, его супруга после смерти передала вот в музей американский его коллекцию из 4 с лишним тысяч экземпляров. 500 с лишним названий бабочек разных видов мы можем найти на страницах его произведений. Кстати, его сын Дмитрий тоже был очень талантливым человеком, у него музыкальное образование, у него был великолепный баритон, он пел в операх, даже в Миланской опере. Вместе с отцом он переводил «Лолиту», писал предисловия к русским романам, очень много занимался наследием отца. Это был действительно тоже очень одаренный, увлеченный человек. В заключении своей лекции хотелось бы отметить, что на первый взгляд все произведения Набокова в чем-то отталкивают читателя, критика. Ну, например, такие особенности, как антисоциальность, принципиальный индивидуализм, пафос общественного неслужения, элитарный эстетизм, даже отсутствие желания быть понятным для читателя, все это как бы составляет действительную сторону произведений Набокова. Но в то же время такая позиция все-таки должна быть оценена как попытка защитить свой дар, свое право частной своей жизни, частного бытия от натиска социума, истории, от непросвещенной пошлой толпы, от всего, что посягает на право любой личности, право быть самим собой. Вот это очень важная особенность делает Набокова по-настоящему русским писателем, потому что личность отдельная, уникальная, неординарная личность – это центр всех великих русских произведений. Своей жизнью, всей своей жизнью, творчеством своим он отстаивал суверенитет частного человека, пытаясь своей судьбой, своим литературным личным поведением показать возможность сугубо индивидуального бытия человека в XX веке. А именно в XX веке социальная действительность все меньше возможностей оставляет для этого. Но Набокову удалось. Начиная с 1963 года Набоков четырежды выдвигался на Нобелевскую премию. В 1972 году, спустя 2 года после получения престижной премии, Александр Исаевич Солженицын написал письмо в шведский комитет, в котором рекомендовал номинировать Набокова на Нобелевскую премию по литературе. Но номинация не состоялась. Несмотря на это, Набоков выразил благодарность Солженицыну в письме, которое отправил в год высылки Солженицына из Советского Союза. Впоследствии во всех изданиях мы видим, как английские, американские литературоведы, критики причисляли Набокова к тем писателям, кто незаслуженно не стал лауреатом Нобелевской премии. Ну, таких, я думаю, достаточно наберется. Ну, надо сказать, что бабочки сослужили не очень хорошую службу Владимиру Набокову. Он, как-то гоняясь в Швейцарии,
за бабочками, упал, ударился боком, болел, пережил операцию, но после этого события он скончался. Вот вы видите памятник Владимиру Набокову перед гостиницей Монтрё Палас, где он провел последние годы жизни. Жил в обычных номерах этой шикарной гостиницы, не заводил ни дома, ничего. Он был вот этим курсирующим над Атлантикой челноком, этим космополитом, оставаясь при этом русским писателем. Рядом находится могила Набокова, его жены Веры Набоковой. Вот на фотографиях вы это видите. Таким мы сегодня представляем писателя русского и американского, писателя Владимира Набокова. На этом я заканчиваю. Спасибо за внимание.